Следующий наш репортаж о подготовке теплового хозяйства к отопительному сезону. Съемки проводились в ясли-садике «Колокольчик» и котельной номер 3. Что небо нас осыпет манной, а я вот в ясли-садике «Колокольчик». Проблем, конечно, много, но сегодня мы разговор повели бы о двух темах. Это как у вас идет с ремонтом и, конечно же, отопление в летнем, зимних условиях и о здоровье наших детей. Значит, первый вопрос вам. Как у нас с ремонтом, что вы должны были ремонтировать, в связи с чем и что предвидится? В мае месяце была составлена смета, у нас подготовительная группа, она у нас как пристрой к этому старому зданию. И вот она зала, и они целый день находятся они у нас в зале, который нам очень нужен, потому что там проходят у нас музыкальные занятия и физкультурные. И вот мы составили смету и сделать капитальный ремонт. Там прямо вот эти все стены прямо по новой штукатурить, все это, полы все вскрыть. И сейчас у нас только упирается делать то, что нам не дают пока деньги. Да, еще питаем надежды, что в августе. Виктор Андреевич, заведующий районом, он сам идет нам навстречу и все вот старается изыскать деньги только вот в августе. Вот известно. А пока мы сидим. Ежегодно, многие годы мы вот не только ваш коллектив, все детские сады, детские учреждения страдаем тем, что летом не отапливаемся. Вот, в связи с этим, вот, как у вас, какие программы в летнем варианте бывают для оздоровления, как с этим вы справляетесь, можно ли справляться, вот, и как все-таки, вот сегодня прохладно, мы специально выбрали такой день, сегодня прохладно, у вас в доме прохладно, на улице прохладно, а дети наши, как, здоровье детей, как у нас? Ну, здоровье детей, вот единственное время года, когда мы можем проводить оздоровительные мероприятия, это лето. У нас мероприятия эти не проводятся почти, потому что, ну, сами смотрите, вот несколько дней тепла на улице, вот тогда мы стараемся детей у нас принимать воздушные ванны, ходят босиком, а сейчас холодно и на улице, а в здании у нас тем более холодно, потому что здание, ну, оно, во-первых, и старое уже. Вот, мы не сможем детей оздоравливать, поэтому дети у нас болеют. И у нас посещает вот сегодняшний день у нас 65 детей, хотя у нас списочный состав 120. Вот, но мы по мере возможности не закрываемся. Но когда детей приводят родителей, говорим, одевайте теплее, одевайте тепло. Вот мы летом, дети у нас ходят в войлочных сапожках. Разве это допустимо? Где же у нас это вот оздоравливание детей? Днем как спят? А днем они спят у нас тоже в колготках. Вот, потому что нет возможности детей класть холодную. Во-первых, она сама холодная постель, да еще раздета. Поэтому мы стараемся их еще укрывать. Сверх того, что у них одеяло есть пододеяльники, и еще сверху верблюжьим одеялом детским. У нас по 2 одеяла не спят. А сейчас перейдем к прошлой зиме. Как вы перезимовали? Как положение с котельным было? Ну, нас же подсоединили вот к этой новой котельной, и вообще, я не знаю, как мы зиму прозимовали. Вот даже сами сейчас удивляемся. И вот предстоящую зиму прямо со страхом ждем, потому что... Как держали температуру, приходилось держать? Ну, как вот приходилось? Вот эти включаем камин. Приходим и ставим, да, и вообще в противопожарном отношении это строго. И мы же еще ставим, да, запрещено, и подписи, что мы не пользуемся, а мы вопреки этому. И прошлое лето мы также пользовались, а что делать? А иначе мы вообще, у нас дети не посещали бы сад, это раз, а во-вторых, ведь не секрет, что в каждом доме дети замерзают, и поэтому здесь все-таки у нас вот здание, конечно, оно такое, не приспособленное под детский сад, оно не типовое. У нас группы маленькие, и поэтому вот эти камины, конечно, эффект давали. Дети ходили. Только так.
Потому что у нас контингент есть такие, которые мамы, одинокие мамы, потому что им сад обязательно нужен. Поэтому даже вот исходя из этой позиции, мы не, даже чисто по-человечески, мы не можем сад свой закрыть. Потому что мы знаем, что эта мама, она куда денет своего ребенка, ей работать надо. И сейчас, значит, школа у нас в этом зимой в этом году очень надолго закрывалась. Вы правдами и неправдами не закрывались вроде, но все-таки вот какие в основном заболевания у детей простудные? Ну, у детей в основном приходят дети с острыми респираторно-вирусными инфекциями и даже пневмония. Есть пневмония, ангины. Вот. А вот в последнее время я что заметила, да, потому что дети приходят со справочками, справочки оформляем инфекции мочевыводящих путей. Это очень сейчас вот стало заметно. Значит, действительно холодно. Дома холодно, у нас холодно, детям бедным негде согреться. И утро заведующей начиналось, она утром приходит и спрашивает у меня: как, Елена Семеновна, у вас дела? Я говорю, у нас дела плохо, холодно. Я утром прихожу пораньше, зимой стараюсь, включайте камины, чтобы дети хотя бы в теплую группу пришли. А она начинает сидеть на телефоне и звонить по всем котельным. Или котельные у нас так. Она говорит, у меня, говорит, все нормально. Ну как нормально, когда у нас-то совсем ненормально? Вот сейчас о нормальной и ненормальной. И мы всю зиму работали вот от себя, чтобы третьей котельной работа как-то шла, чтобы она, не дай бог-то, не остановилась во время зимы. Как-то, правда, перезимовали. А сейчас вот работы ремонтные нам обещают руководство ЖКХ. Вот. У вас есть надежды, какие-то теплые надежды, что в эту зиму вам будет тепло? А вы сами не спрашиваетесь, с руководством не общаетесь, что они вам обещают? Ну как мы не общаемся? Общаемся, вот нас Виктор Андреевич на ту неделю всех заведующих приглашал, и вот насчет ремонта. И мы, например, просим вот ту подготовительную группу у нас, чтобы сделали третий ввод, отдельный ввод, чтобы там вообще батареи, вы знаете, вот, ну как, совсем чуть теплые были всю зиму. И вот поэтому мы уже не знаю, ну что делать. И уже просим, чтобы нам ввели другой совсем ввод. Ну вот тоже обещают. Все упирается сейчас только в деньги. Вот насчет заболеваний. Как с зубами у детей? Вот особенно когда ноги мерзнут, я по себе знаю, и по детям знаю, да. и дети, северян. И дети мучаются. Да, северяне, мы мучаемся зубами. Как это у вас? И у нас точно так же. И даже в этот раз разрешили выписать хотя бы нальгинчик. Вообще-то у нас не лечебное учреждение, профилактическое. Мы здесь у нас что можем получать дети? Витамины, поливитамины, витамин С. Вот. И потом, значит, вакцины. Мы вводим детям как прививки, да? А такие вот лекарственные препараты, как, например, жаропонижающие или там вот анальгин, нам никогда аптека не разрешала, чтобы они у нас были. Вот. А теперь она нам даже разрешила, потому что я не в состоянии, например, ребеночку успокоить. Мы уже стараемся ему грелочку теплую положить и его к себе прижмем, вот как мама, чтобы у нее зубы перестали болеть. Вот. А теперь уже анальгинчиком даже пользуемся, что вообще не положено. Опять-таки. Не положено. Потому что мы этим анальгином можем детям и зубы разрушать, и сердечко его будет болеть. Вот. А что же делать? Чтобы пришла мама же тоже ведь на работе находится, да, мы же сразу не можем ее, чтобы она через 30 секунд у нас здесь была, мама. Ну и о питании детей. Как у вас с питанием? Все, как вы? У нас с питанием хорошо. Вот в питании нам пока не отказывают. У нас есть и куры, у нас есть и мясо, у нас есть совсем свежая рыба, которую мы непосредственно прямо у этого, как они называются, предприниматели, что ли, берем, прямо из речки. Хорошо. Как насчет молока? А вот молока мы не получаем, у нас молока нет. Молока мы делаем свое сухое молоко, из сухого молока. А вот коровьего нет у нас молока. Поэтому у нас соки есть, мы получаем, витамины нам дали. В аптеке мы вот витаминами детьми почуем, разрешила нам бухгалтерия. Это вообще-то у нас с питанием никогда нет, не ущемляли. Мы нет у нас. Потому что если, например, вот те же яйца дорогие привезли, да, мы позвонили в бухгалтерию, не берите, пока не отказывают. Хорошо.
Хорошо бы во всех отраслях вот Да. так хорошо было бы потихонечку. Очень бы было хорошо. да, И потом очень и хотелось бы. детям радостно. Вообще некоторые же дети с удовольствием посещают детский сад. Где-то хорошо должно быть, почаще бы его, побольше нам. Ну и спасибо вам за наш разговор. И мы, конечно же, будем стараться от себя все зависящее вам помогать. Не только в вашем лице. Все адресуем это всем детским учреждениям, потому что дети это наше будущее. Мы ничто будем, если не сделаем все от себя зависящее для наших детей. Вот. Мы думаю, вы с нами согласитесь. Да, мы надеемся, что вот, может быть, после этого выступления нашего, вообще-то во всех учреждениях, мне кажется, детских здесь у нас такая проблема с теплом стоит. Эти котельной, той самой злосчастной, несчастной, о которой много говорили в эту зиму. Котельная, которая чудом все-таки перезимовала, заставили его перезимовать. Здесь были установлены 9 котлов. 9 котлов, которые вот перед вами. Работало, значит, по 4 человека в смену, 16 человек, 16 до 20, вот так вот. Значит, зима показала, что эти котлы не соответствуют. Руководство ЖКХ на всех уровнях поднимало этот вопрос о реконструкции, очередной реконструкции. В прошлом году их поставили, в это лето, оказывается, за зиму показало, что их опять надо реконструировать. Какие деньги, какие финансы. Мы, вот рабочие парни говорят, мы зарплату не получаем. Который месяц, за который месяц. А откуда могут быть у нас зарплаты, если мы вот так вот ежегодно такие суммы вот бросаем на реконструкции вот наших плачевных котельных? Вот эти 4 котла должны в эти дни буквально ликвидированы, снято отсюда, все оборудование должно отсюда убрано и поставить 2 котла, да? 2 котла, которые прибудут на днях, буквально сегодня-завтра, значит, судами. Ребята, ну и старший у нас Павел Юрьевич. Павел Юрьевич, значит, как у вас теплится надежда, что вы с этими новыми котлами поработаете не так, как в прошлую зиму? Ну как можно сказать? Данные какие-нибудь есть, нет, что они потянут? Ну, если вот такие хорошие котлы будут, вот как на 6-й котельной, здесь вот 9-й котел, Да, то вот можно и потянуть. потянут. А почему вот целый месяц прошел, сегодня 5 июля, а, конечно, с весны этот план стоял, что должны были вот эти котлы убрать, а их еще не убрали. В чем дело? Так, сезон закончился поздно у нас. Сезон как никогда закончился поздно, в 20-х числах июня. Вот. А сегодня погода тоже относительно такая, что можно было бы и поработать, правильно, Лева? Вот. Мы на севере живем, на крайнем севере, поэтому, конечно же, никакого греха не было бы, если и летом отапливались. Мы были только что вот в детском садике, где вот уповают на отсутствие тепла.